Хайрликис, добрый день, добрый вечер, уважаемые друзья. Хайрликис, хурматлы тамашаслар. Это Башкирт Академия драма театрының мына өр-яңында матур итеп биләлгән бинасында күрергә шатбыз. Рады вас видеть. У нас сегодня очень необычный семейный праздник, такой хочется уюта, тепло, поговорить о всех наших композиторах, о музыкантах и, конечно же, представить наш замечательный оркестр. Поэтому хотелось бы, чтобы, если это такой семейный, хотелось бы, чтобы потеплее было. Если вы сели в разброд, вот ничем не возбраняется, если вы сядете прямо сюда поближе, чтобы мы глаза ваши видели, чтобы энергия ваша больше к нам доходила. Поэтому не стесняйтесь, садитесь поближе, пожалуйста. Да, мы сейчас пообщаемся, поиграем, кто-то захочет, может потанцевать, еще попоем вместе, хорошо? Так что давайте поближе, ребят, садитесь. И мне будет теплее, и нашему оркестру, и вам тоже будет очень теплее, уютнее. Мы накроем, вы в этом кухне сразу атмосфера. Ну, пошла я. Вы знаете, что Башкирский академический театр – это 100-летний, нам уже 101 лет. Театр уникален. Уникален тем, что за все время существования академического театра с нами всегда был наш оркестр. То есть нашему оркестру тоже 101 лет, а может быть и больше даже. Потому что в 1919 году, когда создавался оркестр, приглашались музыканты, у которых уже был свой коллектив. Поэтому, может быть, даже наш оркестр чуть-чуть старше театра. Ну и сегодня наш оркестр открыл вечер произведением интересного очень композитора Тагира Каримова. Он называется «Вальс». Тагир Каримов, композитор, он написал аж 96 произведений для нашего театра, то есть оформил 96 спектаклей. И работал с такими именитейшими режиссерами, известными на весь мир: Шауре Муртазина, Вали Галимов, Абдулла Гилязев, Лик Валиев. Ну и, конечно, последующие композиторы, такие, как вы знаете, Газиз Аль-Мухаммедов, Султан Габиши, Камиль Рахимов, Масалим Валиев,
Раиф Габитов, Хабибулла Ибрагимов, Хан Абителя, Тахир Каримов, они заложили основу профессионализма для следующих поколений башкирской композиторской музыки. Вот как вы думаете, 30-е годы, вот только вот театр развивается, какими были самые популярные инструменты в деревнях? На свадьбах, туйдарда у них самые популярные. Ну, улардан башка, тағанime. Баян, а я вам скажу, что самые популярные были, оказывается, скрипка и мандолина. Представляете? А такие инструменты, как калкумы, думра, они просто отодвинулись и напрочь были забыты. Но находились люди, которые всю свою жизнь посвящали тому, чтобы как-нибудь вернуть эти инструменты, народные инструменты, калкумы, думра, и использовали в своих произведениях, в своих спектаклях чисто народные вещи и народные инструменты. Одним из таких величайших людей был наш Махмадшах Айбарангулов. И мы можем театр гордиться тем, что в нашем репертуаре идет спектакль «Шаурякай», где мы как-то восстановили, попытались восстановить эти инструменты. Калкума, думбра, даже дынгурдали своими силами играли. И вот мы сегодня, наш оркестр, у нас тоже есть эти инструменты. Мы сейчас им прямо покажем, как в музее можно так поближе подойти, даже послушать, даже сыграем. Это вот калкума и думбра. Ну, я хочу слово специалисту передать. Это, конечно же, наш Ильдар Шакиров. Ильдар, пожалуйста, микрофон тебе. Добрый вечер, дамы и господа. Вашему вниманию представляются уникальные эксклюзивные инструменты. Когда-то они были утеряны, лишь в 80-е годы их начали устанавливать. Прежде всего, это традиционный калкубыс, который состоит из двух струн. Каждая струна состоит из конского волоса. В переводе означает «кыл» и струна, кубыс, кумыт, играть, бурдонить. Следующий инструмент, который вы видите, это инструмент оркестровый калкубыс. Принцип практически тот же самый, используется в оркестрах. Ну и следующий инструмент – это башкирская традиционная думбра. Состоит она из 3 струн. В прошлом ее использовали сесены, и вместо струн использовались жилки животного. Сегодня это уже нейлон, либо леска. Да, спасибо большое тебе. Ну и, конечно же, я сказал про спектакль «Шаурякай», ну, наверное, нам надо послушать эти инструменты, как они звучат. Давайте послушаем. Конечно же, ваши аплодисменты Айгуль Муслимова, Фируза Валюрина и Ильдар Шакиров. Ну и сейчас вашему вниманию мы предлагаем композицию «Башкирские наигрыши» в обработке Урала и Дельбаева, в которых используются прекрасные народные мелодии.
Башкирский наигрыши. Бурайда Башкирстандагы атқадарсы Сәбидулла Байгет, Думбра Илдар Шакиров. Рубеж 40-х, 50-х годов отмечен переходом к первой профессиональной стадии творческого мастерства, связанной с началом деятельности тогда еще молодых музыкантов: Хусейн Ахметов, Загир Исмагилов, Раиф Муртазин, Нариман Сабитов, Халик Заимов, Рафик Сальманов. Они все были выпускники Московской консерватории. А Хусейн Ахметов, конечно же, тоже имеет прямое отношение к нашему театру. Он тоже писал, был композитором для нескольких спектаклей. Это Айтатулган Тында, Мустай Карим Салат, Юлаев, Баязид Бекбай, Гаухар, Ибрахим Абдуллин, 65-ші, 47-ші, 64-ші жылдарда. Әлбетте, Хусейн Ахметова, бітәрді біләрді бітеймін. Какой, вот филармония носит имя Хусейна Ахметовтың. Кто-нибудь знает, с какого района родом? Қай райондан Хусейн Ағай? Баймак, сразу. Что-нибудь говорят, Баймак, говорят, здесь синяк, потому что говорит, мен Баймак. Баймак, а тоған ауылын хатırlayın мә. Вы оттуда, да, родом? Сындадан специально келді Хусейн Ағайдың. Ишметтен көрші ол, что ли? Хәзір бір екеулеп келеші орайды, күтіп тұрға сақман, я? Мы тут поговорим о своих, о земляках, обо всем. Рахмат. Конечно, его даже кличка была Чингиз из Баймака, с детства его называли. И, конечно же, одно из извечнейших его произведений – это «Тан». Это называется «Тан». Значит, рассвет. Желает на фортепиано. Народная артистка Республики Башкортостан Индира Асадуллина, скрипка Айгуль Муслимова. «Тан. Утро Урала».
Айгуль Муслимова, Индира Асатуллина. Рахат битевич, шындай көйлер тыңлаған көңілге рахат болып кетесіз ғой. И, конечно же, про какого композитора мы еще можем сказать, что он вот внес огромный вклад в искусство Республики Башкортостан. Прямо вот он глыба, это вот ну, без него никак. Кем его легатала? Ну, конечно, Захар Гарифович Исмагилов. А какое он отношение к нашему башкирскому театру имеет? Самое прямое. Потому что это ну, очень интересная история, потому что в 1934 году, когда башкирский театр, тогда еще, может быть, и не академический, гастролировал в Белорецком районе село Серменево, Захара Галентоган ауылында, так получилось, что молодой артист Арслан Мубаряков, которому всего 26 лет было, он дружил Гариф Агаймана, ну, с семьей Загир Гариповича. Он пришел к ним. Спектакль ну и поведал о том, что один из известнейших кураистов, Игнат Ушанов, заболел, и спектакль «Карахул» под срывом. Вот тогда они приняли решение, что надо попробовать заменить молодым кураистом, который там был, Загир Исмагиловым. Вот так состоялось боевое крещение именно театрала, артиста Линде Загира Исмагилова. Ну, по следующему году, на следующий год Арсланаға айтқан енеме бұнда тайгала аюларынан хуғышы жатып уақытыңды өткерәхін айда кеттік өфеге кіші болархан Исмахан. То есть я могу перевести счету, тут тебе с медведями воевать, поехали в Уфу, человеком станешь. И он привел его за руку в театральную студию, вот тогда еще Загир Исмагилов состоялся уже как артист. Уже, конечно, потом он оформлял очень много спектаклей. И сегодня в репертуаре Башкирского академического театра драмы идет спектакль «Кодаса», который по Баязиту Бигбаеву, который, конечно, много лет шел и в оперном театре. Но у нас все живьем, у нас настоящий оркестр, наши артисты поют, танцуют. Но как же без этого произведения сегодня? Итак, Загир Исмагилов, «Кодаса». Сейчас у нас у каждого свои гаджеты есть. И мы слушаем разную музыку, разные направления, разные формы. Музыки стало очень много, чуть ли не с каждого утюга звучит. Но время идет, и мы знаем, что отсеиваются и оставляются самые сокровенные звуки. Сегодня мы слушаем самые лучшие, душевные, красивые и проверенные временем мелодии.
Ну, произведение этого композитора вы, наверное, узнали. Можно смело сказать, что это один из самых популярных композиторов нашей республики, нашей молодости, наверное. Было время, когда его произведения звучали отовсюду. То есть, ну что ж, у нас многого чего не было. Ну, телевизор, где там один канал, и радио, и везде по радио, везде, на улице все звучали его песни. Вы узнали этого композитора? Вариантов кэп-кэп? Меня ведь, конечно, Рим Хасанов. Ну, непосредственно связан, конечно, с Башкирским академическим театром, об этом скажем. Но я так понимаю, что Урал, он тоже как-то повлиял на творчество, правильно? Композитора уже Урала Иделбаева Шлевит. Снапта Римагай меня етәкләп театр дөньясына индерде. Это, ну, я считаю, это мой учитель, за руки привел в мир театра. Вот, потому что он уезжал в Австралию в одно время и вместо себя меня, молодого 18-летнего, представил режиссером. Вот, режиссеры, конечно, были в шоке, такого молодого человека оставлять. Ну, вот, и с детства уже действительно помню все песни, помню, Алмаз, такие тихие вечера в деревне. У нас был магнитофон, и тогда это надо было заряжать, да, и я заряжал, у меня была любимая пленка, там шикарная песня на башкирском языке. Уже потом только, когда взрослый стал, понял, что это все песни были Рима Хасанова в исполнении Фидана Гафарова, и все эти песни были из репертуара нашего театра. Да, и мен еще помню, ауылдарда бұл уақытта вокальный инструментальный ансамбльдар бола башланып етінде. Әрбір ауылда вокальный инструментальный обязательно «Ұнықтың бұлғай» деген тұрғайны. Это была одна из самых популярных песен. Даже рассказали, чуть старшее поколение, здесь пединститут, народ, студенты все собирались, и Римагай, вывесив ноги из окна, играл на гитаре еще тогда Ахлина. В общем, это самый популярный композитор. Но непосредственно в нашем театре надо эти цифры просто озвучить. Он автор более 400 песен, баллад и романсов. За годы работы в театре и позднее даже Рим Хасанов написал музыку более чем к 30 спектаклям. Из них культовые в академическом театре, которые шли «Прощание в июне», «Айлының айлы кестері», «Әселер күтілер ұлдарын», «Ядмыштардан ұлтмыш юқ», «Ғалия», «Ташламауытты», «Прометей» һәм күп бар. Һәм ең популяр, біздің спектакльдерде туған йырларды хәтерләп кете аласызмы? Бір-екеуін әйтегез, кімге нинди хәтерләй? Хин қайда? Ғалия спектакль. Так, подсказал еще какие варианты. Давай эфирі жүргізелер. Мы сами напомним, а? Эфиукалары. Так, нинди спектакльдер екен хәтерләмәйм, но песни хорошие очень. Но я не зря. Потому что тот самый культовый спектакль постановки Рифкат Вакиловича Исрафилова «И судьба, не судьба, ты вертавден ядмыштардан улмыш бар», Фидан Савич төп рольда бит инде. Һәм ошо йыр, мәрәхим йыры, унһыҙ бөгөн бернисек тә булмаҫтыр ул. Шулай итеп, әйҙәгеҙ бергәләп йырлайыҡ. Экранда бәлки һүҙҙәре лә булыр Мостай Кәримдең. Шулай итеп ядмыштардан улмыш юҡ, мәрәхим йыры. Донъяның ярҙары икәү. Береһе фанилыҡ, ә икенсеһе инде мәңгелек. Йөрәктәр ҡушылды, юлдар айырылды, уртаға ярылды, тормошта
Башқұртстанның атқарған артисі Сағидулла Байегет, әйткенде біздің оркестрдің солисі, вокалисі, құрайсы һәм әлбетте инде бик күп еллар үткәч диплом спектакль итеп безнең театрда инде Гайрат Абдушахманов куйган спектакль, ул Одан Одан баласак дип атала иде. Мәрәхим ролен башкарды Сағидулла Байегет. Часто бывает такое, что вот именно то произведение, которое мы сейчас будем играть, очень много где играют. Я слышал, и в Екатеринбурге сделали приложение для балалайки, один знакомый человек играл с оркестром. И многие не знают историю создания того или иного произведения. А когда вот ты знаешь, и когда рассказываешь музыкантам историю создания, создается ощущение, что они начинают по-другому это играть. Звучит по-другому, потому что они знают, откуда и что-то возникло. Вот мы хотим сейчас сыграть следующую вещь, следующее произведение, оно называется «Фатима». Это наш композитор Нур Даутов. А я был свидетелем создания этой пьесы. Ну, не пьесы, а этой песни, так скажем, этой музыки. Великолепной музыки. Почему? Потому что 90, не помню, 2-й или 3-й год, Рифкат Вакилович Истрапилов тогда еще взял молодого драматурга, автора Флорида Булякова, произведение «Любишь, не любишь», ну и, конечно же, я и Гульнара, мы молодые, я Фатима, Абдулла играли. И он, композитор, пригласил Нура Даутова, и он прямо сидел на репетициях, смотрел, как играют актеры, и, конечно же, он вдохновился от игры наших величайших актрис Нурьяпа Ерсаевой и Зинирапой Атнабаевой, которые исполняли роли Фатимы. И, конечно же, он потом принес, он много музыки написал к этому спектаклю, но именно это произведение, оно называется «Фатима», в честь главной героини, которую звали Фатима. Еще раз говорю, играли наши великолепные актрисы Нурья Ерсаева и Зинира Атнабаева. Итак, Нур Даутов, «Фатима».
Спасибо. Спасибо. Заманалар хатер бит ул. Если что-то ищешь, можно загуглить, да, Google нам в помощь, Яндекс нам в помощь, все можно набрать. Ну, есть одна история, которая меня удивила. Кто-то из знакомых набрал, ну-ка наберу-ка в Яндексе там Киллер Кам, ну, песня такая есть, Киллер Кам набрал, и там сразу возникла татарская народная песня. Я говорю, ну как это так? Откуда какая-то татарская народная? Я ведь знаю, опять-таки, историю. Она имеет непосредственное отношение к башкирскому академическому театру. Киллер Кам. Откуда? Тогда еще молодая, красивая Рагида Янбулатова, которая работала в школе, ну, играла спектакль в школе рабочей молодежи, когда увидела Арслана Гаймубаряка, влюбился сразу же, с красивейшим голосом, поэтесса, сочинявшая стихи. Потом уже она, конечно, поступила в труппу академического театра, и когда Арслан Агай играл одну из главных ролей, Сахнартанда Ктуптарайген, Рагида, чтобы выйти на сцену, он, пробегая мимо нее, шутя, унес с пальца, хоп, вырвал колечко, одел себе на руку и начал дальше играть. Говорит, 2 спектакля играл, один для зрителей, другой для нее. Шутя, целуя это простенькое девичье кольцо с зеленым камнем, постоянно улыбался ей и посвящал ей свою роль. В общем, это вот такая и очень интересная история любви. И Рагида написала, посвящая их любви, именно слова Киллер Кам Килинде. И композитор, все его знаем, Дахти Хайсин, который, кстати, работал в нашем театре, именно он написал песню, посвящая потрясающей истории любви 2 актеров нашего театра, Арслана Мубарякова и Рагиды Янбулатова. Желаю Киллер Кам Килинде. Башкирт Академия драма театра оркестра. Һәм әлбиттә һезгә үзебезнең оркестрның геройлары менән бүгенге төп геройлар белән таныштырып китәргә рөхсәт итегез. Уларның музыкантлары Люция Нугманова, виолончель, Майя Рахманкулова, альт, Ильдар Шакиров, домбра, гитара, Эльмира Сафина, домбра, Айгуль Муслимова, скрипка, Расим Логоманов, хукма, инструментар. Башкортстанның атқан артисты Сағидулла Байгет, Сағидулла бындамы? Югра келешек. Фируза Валиуллина, скрипка. Бара Сағидулла бында. Айдар Рахимин Дулейнга. Марина Яковлева, флейта. Баяндар Рамис Хакимов. Башкортстанның халық артисті Индира Асадуллина, фортепиано.
Һәм оркестрның җитәкчесе Башкортстанның атқарылган сәнгать эшмәкәре Урал Иделбаев. Шулай да Башкорт академия драма театры оркестры. Рахмат, егетләр һәм кызлар. Һәм без дәвам итәбез. Бына Бәхти Гайсинның иҗатына кагылган шуның турында әйтеп китәргә кирәк инде. Ул тап безнең оркестрда эшләгән бит ул. 53 белән 61 елга тиклем концертмейстер булып, ул бит безнең аккордеонда уйнаган. Һәм шулай бит, һәм тап ана шул Рәмис утырган yerдә утырган, ул тап ошол утыргысда Бәхти агай утырып оркестрда уйнаган заманында концертмейстер буларак. Һәм әлбәттә бүген уның иҗатына кагылгас инде ошо көйдө уйнамайынса булмастыр инде. Он называется «Чабаны». И не просто чабаны. Один из наших вот там, где сидит Рамис, сделал аранжировку для нашего оркестра. Итак, Бахти Гайсин, «Чабаны». Рамис, айда. Оркестр! Еще раз поклон. Рамис Хакимов, Хакхабдар, Урал Иделбаев. Ну, Бәхти агай турында анекдоттар көп берейді ол. Представляете, он всю республику объездил. И когда автобус, я помню, приезжал, там же написано Башкирская государственная филармония, БГФ написано. Народ подходил и говорил, как это расшифруется? Они говорят, Бәхти Гайсин Фәрида. То есть Фәрида апайнан улар күпме яңа музыканттар, күпме йырсыларды поддержали, вытащили. И если вот быть на Южном кладбище, там есть могилка Бәхти агай Гайсинның, и там на могилке прямо выгравированы ноты, где написано вот такой человек работал тоже с нашим оркестром. Ну, конечно, все развивается, все меняется, приходят молодые. Вот, Урал, у меня вопрос такой, вот смотри. Вот при оформлении спектакля, помнишь, в самом начале мы представили Колхмет, вот это все. Вот что являлось для тебя причиной того, что ты взялся за оформление вот того спектакля, который мы сейчас скажем про какой спектакль? Там же тоже использовал Колхмет Шлевик. Как-то действительно, Алмаз, в 2004 году мне сделали предложение, от которого я просто не смог отказаться. Мой родной брат
Артур Дельбаев предложил сценарий театру. Это был спектакль «Последний из рода Гайне». Ну и, конечно же, я писал музыку к этому спектаклю. И происходит по-разному, как пишут. Вот, и как-то я вечером все задумался, и у меня в голове один тембр постоянно звучит. Тембр инструмента, который здесь я не слышал в Башкортостане тогда. Вот это был тембр как раз колкобыза. В тот момент в Башкортостане не было ни инструмента, ни людей, которые играли на этом инструменте. И вдруг рано утром звонок, и мне звонят, говорит, меня зовут Кондус Каламбаева, я в Уфе по контракту приехала, и мне дали ваш телефон, хотела бы поработать с композитором. Вот такие мистические вещи бывают иногда, когда, видать, звезды меня услышали, и мы действительно с этой женщиной встретились, и первые мелодии, использованные и записанные здесь в Башкортостане на колкобызе, было для этого спектакля. Это спектакль «Последний из рода Гайне». И, конечно же, надо сказать, что спектакль с успехом я проходил в Стамбуле, в Турции, где получил очень много интересных призов, и посмотрели очень много турков, которые прямо хотели сразу же выучить и слова, и записать, потому что тюркоязычный язык, он очень похож. Ну и музыка к спектаклю «Хоңғы Гайне», композитор Орал Эльбаев, рахмет егер.
непростый год, когда ну, молодой актер нашего театра Айсаф Люмагулов вдруг решил стать кинорежиссером, и он начал поступать в КИТИС, и для поступления ему нужен был дипломный спектакль, и он взялся за произведение Сарвар Суриной сказку. И помню, тогда пригласил молодого композитора. Меня тогда удивила наглость этого молодого композитора, потому что он уже начал почему-то раньше времени появляться, сидеть на разборках, что-то вопросы какие-то задает. А почему это так делать, почему это так? Думаю, ничего себе наглость. Откуда, что у него? Музыку надо писать. Он тут наши актерские разборки лезет еще с тех времен. Конечно, это же был молодой тогда композитор, он Урал Идельбаев, Хадар Гурурна Утрау, Куб музыка явно битинде. И, конечно же, это оттуда, мне кажется, еще началось сотрудничество твое с нашим театром, и потом были очень много интересных работ. Это я помню, Шаймуратов «Генерал», хороший спектакль с очень интересной музыкой, и, конечно же, один из самых популярных, это ставший мюзикл, это уже был «Наркес», который слушали и в Татаре, все переписывали. Но «Наркес» это, конечно, отдельная история, потому что сначала он поставлен был в нашем академическом театре, потом Габул Абдрахмановичем Гилязевым он был поставлен в русском театре, и потом уже спустя много лет его сын Ильдар Гилязев, уже третье пришествие Наркес на нашу сцену, это 2001 год, в форме мюзикла, и всю музыку туда, конечно же, написал Урал Идельбаев. И он был очень популярен. В Татаре мы приезжаем, аншлаги, все переписывают, все радио, везде отовсюду передают. Ну как же без этого-то? Итак, Урал Идельбаев, Наркес. Следующий композитор, о чем творчеством даже сегодня пару слов, конечно же, сказать, это Айрат Каримов. Это вот продолжатель династии композиторской. Мы начали
именно это сын того самого композитора Каримова, а теперь уже Айрат Каримов. Он еще в молодости увлекся эстрадой, джазом, блестяще освоил весь западный классический репертуар. Играл не только вальсы, полки, фокстроты, но и запрещенный в то время рок-н-ролл, джаз. Это именно в то время говорили: сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь. Это совершенно другой композитор, который внес свою лепту в творчество башдрама. Он написал музыку более чем 30 спектаклям башкирской драмы и русской драмы. И, конечно же, ну вот что хотелось, Урал, вот ну вы играете это произведение, ну откуда вот берутся ноты, как вы вообще натыкаетесь, ну, откуда приходит решение, почему это произведение, именно это произведение надо сыграть? Ну, действительно, музыкант играет по нотам, а с нотами, Алмаз, разные истории бывают в музыкальной практике. Вот. Не все, может, знают, что Бах был почти забыт композитор, и только через 100 лет нашли огромное количество нот, и его творчество он ожил благодаря нотам, ну, в музыке заново. И поэтому все, кто здесь играет, наверное, знают, потому что с 1 по 10 класс все играют произведения Баха. Вот, поэтому у нас тоже такая история произошла, да, Марина? Да. И мы долго думали, какое новое произведение взять, и нашли старые ноты. И вот Марина говорит, Марина сама расскажет, как вы нашли эти ноты? Пару слов могу сказать. Действительно была такая история, я перебирала ноты, мне нужны были какие-то ноты, и я среди прочих других нот искала и нашла ноты вот этой озорной флейты. И я спросила, а почему мы не играем? Озорная флейта, потому что это про... Что? И я нашла эти ноты, да. Это я нашла эти ноты. Девочки, какая разница, кто нашел ноты? Это же сейчас не так. Айрат Каримов, озорная флейта.
былай болмай. Оркестрға көберге ярамай, олар музыка ойнарға тиіс. 15 минутқа тәнәфес.